последние годы в кыргызстанском интернет-сегменте заметно стали появляться рекламные ролики какой-либо политической партии или определенного кандидата от партии, который идет на выборы, целью которых является сформировать или изменить отношение аудитории к субъекту рекламы с помощью различных способов воздействия на электорат. Результат может выражаться в создании положительного имиджа, в росте доверия аудитории и повышении узнаваемости кандидата или партии. По словам специалистов, основные преимущества интернет-рекламы работают на построение массовых коммуникаций с пользователями, интерактивность и персонализация, невысокие затраты по сравнению с рекламой на телевидении и в печатных СМИ, широкие возможности, ненавязчивость и органичность. В век цифровизации каждый пользователь интернета посредством своего аккаунта спокойно может размещать свою рекламу в интернете, будь то социальные сети или видеохостинг YouTube. В этом нет ничего сложного. Нужно просто исходить из своего бюджета или, так скажем, кармана. Да и вообще, это очень удобно. Для того, чтобы дать рекламу в интернете, не требуется, как раньше, посещать какую-либо контору и проходить целый ряд формальностей. Нужно лишь, чтобы была банковская карта и доступ в глобальную сеть. В банковской карте для совершения оплаты за рекламу обязательно должен быть доступ в интернет. Удобно тем, что не надо никуда идти и платить за рекламные услуги. Допустим, если хотите разместить на YouTube, то половину суммы забирает компания, вторую сумму получает владелец канала. Существует два вида рекламы на YouTube. Это стандартный TrueView и InStream. Например, в первом случае, если во время просмотра видео всплывает реклама, то есть возможность пропустить ее. Во втором же случае этого нельзя будет сделать. На данный момент в Кыргызстане отсутствует законодательное определение политической рекламы, однако существует понятие предвыборная агитация, которая регулируется правовым полем. В период избирательной кампании проводится ряд действий, направленных на распространение информации об отдельных кандидатах, политических партиях с целью оказать влияние на поведение электората. Социальные сети в законе не предусмотрены. Но несмотря на это, если политические партии и кандидаты проводят агиткампанию в интернет-изданиях и социальных сетях, то в обязательном порядке должны финансироваться из избирательного фонда. К сожалению, у нас пока нет технических возможностей отслеживать и контролировать социальные сети. Отметим, реклама на телевидении дорогая, но это хороший вариант быть услышанным в отдаленных городах и селах, где интернет еще не стал основным каналом коммуникации. На радио объем передаваемой в единицу времени информации меньше, однако она гораздо дешевле телевизионной. При публикации же рекламы на бумажных носителях стоит учитывать конкретное место размещения модуля в журнале или газете. Считается, что лучшее место на развороте для рекламного модуля – верхняя часть. Наружная реклама воздействует на жителей населенных пунктов, где она размещена. Важно правильно выбирать место, чтобы рекламу не только увидело максимальное число жителей, но и исключить неприятные ассоциации с кандидатом или партией. Распространение печатной продукции – довольно популярный ход в предвыборных кампаниях. В эти периоды почтовые ящики наполняются листовками, брошюрами, открытками и буклетами. Азамат Кенжешев, Гульчурок Азымкулов, Нью ТВ.